Возлюбленные, Бог говорит с вами сегодня. Скоро вы поделитесь важной историей о том, как чудеса нашли вас. Это вдохновляющая история успеха, которая показывает, как много вы выиграли и продолжаете выигрывать в жизни. Эта история приносит надежду многим людям. И если вы верите в силу числа 777, которое указывает на то, что во всех сферах вашей жизни – финансы, здоровье, любовь и семья – все будет хорошо, напишите «да» и подпишитесь на нас для подтверждения. Бог говорит, что сатана не хочет, чтобы вы молились, поэтому он сделает все, что в его силах, чтобы остановить вас. Молитва имеет силу, и сатана это знает. Мне нравится, что завтра ты получишь чудесные, неожиданные благословения от Вселенной. Будьте готовы к знакам и выступлениям. Если верите, напишите, пожалуйста, «да». Бог говорит, ничто не будет для меня чудесным. Я твой Бог, и я помогу тебе. Я с тобой и в хорошие, и в плохие времена, сказал он. Я люблю тебя, 777. Пришло время, чтобы в вашей жизни произошло что-то хорошее. Введите «да» и следуйте за нами, чтобы подтвердить. Бог знает, что ты несовершенен, но Он любит тебя и прощает. Вы Его творение. Я люблю тебя, 8888. Это очень благоприятный знак полной физической поддержки Вселенной. Деньги текут к вам. Если верите, напишите, пожалуйста, «да». Бог говорит, я знаю, что в последнее время вы задаетесь вопросом, достаточно ли вы сильны и хороши, чтобы выполнить то, что я положил вам на сердце. Это послание призвано напомнить вам, что вы можете сделать все через Христа. Если вы не смей сдаваться, или если ты не позволишь страху помешать тебе достичь своей мечты. Помни, я с тобой, и ты добьешься успеха. Ничто в этом мире не может противостоять Богу. Это показывает ваше величие. Речь идет не о том, чтобы быть лучшим или не совершать ошибок, речь идет о исполнении воли Бога и доверии Ему. Бог даст тебе силы бежать и закончить забег. Держите свое слово. Изменения произойдут в 2024 году. Ваша жизнь претерпит огромную позитивную трансформацию, изменится ваше финансовое положение, и вы обретете настоящую любовь. Бог понимает, что жизнь иногда может быть трудной. Когда вы переживаете трудные времена, отдайте все Ему. Он никогда не подведет тебя. Доверьтесь Его времени, и Он благословит вас миром, исцелением и победой. Ничто не может помешать благословениям прийти к вам. Оно уже священно ваше. Сосредоточьтесь на своих дарах и наблюдайте, как ваши благословения умножаются. Введите «да» для подтверждения 222. Вскоре вы добьетесь всего, чего хотите, и жизнь вашей мечты станет реальностью. Бог сказал, введите «да» для подтверждения. Будьте осторожны со своими мыслями. Если твое сердце принадлежит миру, то ты подобен миру. Но если ваши мысли сосредоточены на вещах, выходящих за рамки этого мира, вы будете ближе к Богу. Все произойдет за тебя. Внезапно вы порадуетесь, что не сдались. Благословения придут. Всякий раз, когда вы не знаете, что делать, появляется Бог.
Какой бы безнадежной ни казалась ваша жизнь, молитесь Богу каждый день. Бог может изменить всю вашу жизнь в один момент. Бог знает, что ты устал, Он знает, что ты стараешься. Сделайте это приоритетом, доверьтесь Ему. Он перешел дорогу 777. Ангелы работают на вас. Большие деньги уже в пути. Дважды щелкните, чтобы получить его. Введите «Готово» и подпишитесь, чтобы дать нам шанс. Бог говорит, что мир полон печали, боли и страданий, но Он также полон радости, чудес и красоты. Сосредоточьтесь на благе, которое может предложить этот мир, и используйте боль для роста. Вместо того, чтобы сомневаться в Боге, усомнитесь в своих собственных сомнениях. Молись Ему, Он любит тебя. Ты Его дитя, и Он простит тебя. Любите себя так, как Он любит вас. Дела пошли быстро. Бог увидел порыв ветра, внезапно подувший в небе. Вас больше не будет в этом месте. Будьте готовы быть счастливыми, потому что скоро все изменится. Оглянитесь вокруг, Бог помещает многих своих верных детей в землю обетованную, и внезапно вы окажетесь в ней. Все избегают вопроса: «Любишь ли ты Бога?» Вы не случайно это читаете. Бог появляется не только для того, чтобы вытащить вас из неприятностей, но и для того, чтобы доказать окружающим, что Он на вашей стороне. Он совершит в вашей жизни что-то удивительное, настолько необыкновенное, что не останется никаких сомнений в Его благодати в вашей жизни. Если вы верите, пожалуйста, скажите «Аминь» и поделитесь. Дорогой Господь, я молюсь за мою сестру, которая читает сегодня это послание. Позвольте мне испытать бесконечную любовь Бога во имя Иисуса, чтобы вы могли познать Его любовь, любить себя, любить, как Он, и найти любовь. Сестрам, которые ждут возможности Бога найти любовь, пусть Божья любовь наполнит ваше сердце, пока вы ожидаете этой особой любви. Пусть Бог даст тебе терпеливую, добрую сестру, которая доверяет Богу в благочестивых отношениях. Сестры, которые верят в Бога для брака, пусть Бог даст вам спутника жизни, который уважает вас и защищает вас. Сестры, которые не умеют любить себя, пусть Бог поможет вам научиться любить себя и заботиться о себе. Сестра, которая боится любить из-за невыполненных обещаний, пусть Бог исцеления исцелит твое разбитое сердце. Сестры, желающие любить Бога, пусть сегодня вечером Божья неизменная любовь пребудет в вашей жизни. Семейная молитва 1 марта 2024 года. Мы молимся об избавлении, исцелении, освобождении, свободе, совершенном здоровье, благодати, любви, мире, мудрости, защите, руководстве и многих благословениях в вашей жизни и, по нашим словам, для вас и всей вашей семьи. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Бог, спасибо, что дал мне покой всю ночь и дал мне еще одну жизнь. В преддверии нового дня помоги мне отражать Твою привлекательность во всем, что я делаю. Я прошу Тебя дать мне это. Имейте любовь в своем сердце и предлагайте свою любовь другим во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Бог, пожалуйста, помоги мне, когда на этой неделе мне будет плохо. Пожалуйста, дай мне свою мудрость, когда мне грустно или одиноко. Подбери меня, когда я потеряюсь. Пожалуйста, дайте моим ногам отдохнуть. Я могу сделать все через Тебя.
Пожалуйста, поддержите и защитите меня и моих близких во имя Иисуса. Аминь. Если вам нужна молитва, пожалуйста, повторите и прокомментируйте. Дорогой Бог, прежде всего я хочу поблагодарить Тебя за все благословения, которые Ты мне даровал. Я преклоняю колени и прошу прощения моих грехов. Моя жизнь принадлежит Тебе, и я отдам все свои силы ради Тебя. Сделай меня белым, как снег, обнови мой разум и дух и исцели мою боль. Я прошу Тебя благословить и защитить мою семью и друзей. Я люблю Тебя и хочу, чтобы Ты был в моей жизни. Аминь. Если вы согласны, Бог слышит ваши молитвы, и я славлю Бога в хорошие и плохие дни. Я всегда Его хвалю. Псалом 34:1. Не позволяйте текущей ситуации или обстоятельствам мешать вам выражать свою любовь к Богу. Божья любовь к вам неизменна. Попробуй полюбить Его так же. Дорогой Господь — это Ты, Господь. Вы горшечник, а мы глина. Небесный Отец, мы просим Тебя помочь нам иметь сердце, послушное Тебе. Мы настолько неадекватны, что наш грех настолько запутан и насыщен. Господь, мы милостивы к Тебе и нуждаемся в Тебе. Мы просим Вас уменьшать и увеличивать. Мы откладываем наши желания, планы, сроки и планы. Мы просим Вас предоставить нам контент, который вам нужен, и удалить контент, который вам не нужен. Господь, помоги нам доверять Тебе. Ты хороший, Ты думаешь, что мы лучшие, и Ты любишь нас больше, чем кто-либо другой. Мы нуждаемся в Вас. Спасибо, что выслушали нас. Мы любим Вас. Пожалуйста, помогите нам любить Вас и служить Вам лучше. Мы Ваши, работайте с нами как хотите. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне не бояться будущего, а иметь смелость поверить, что Ты все контролируешь. Когда меня переполняют эмоции, и я чувствую безнадежность, когда я не могу говорить и не знаю, что сказать, пожалуйста, помоги мне успокоиться и узнать, что Ты Бог. Будь моим утешителем, моим целителем, принеси мне мир. Во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, мы благодарны за еще одну неделю. Мы благодарны, потому что Ваша любовь совершенна, даже когда мы еще работаем. Спасибо, что Вы у нас есть. Господь, мы вручаем эту неделю в Твои могучие руки. Веди нас, указывай нам путь. Давайте ходить в Твоем свете на этой неделе. Небесный Отец, мы молимся о мудрости, знании и понимании. Давайте на этой неделе увидим Ваше величие даже в мельчайших деталях. Мы покрываем себя Твоей любовью. Отец, направь нас и защити нашу жизнь и жизнь наших семей. Молитесь о прощении грехов. Дорогой, Отец Небесный, благодарю Тебя за Твою благодать и милость. Я благодарен, что Ты никогда не оставлял нас из-за наших грехов, но всегда был с нами. Господи, я признаю, что я грешник. Я часто живу не по Твоим словам, забываю молиться, а иногда погружаюсь в суету работы и жизни, пренебрегая своими отношениями с Тобой. Господи, мне жаль и стыдно перед Тобой. Смиренно прошу прощения моих грехов.
Пожалуйста, очисти мое сердце и дай мне силы подчиняться Твоей воле, продолжать молиться, оставаться рядом с Тобой и никогда не отходить от Твоего присутствия. Господь, я прошу Тебя услышать мои мольбы во имя Иисуса. Если вы не стыдитесь Аллаха, скажите «Аминь». Объявление этой недели, Псалом 91, 12-15. Праведники расцветут, как пальмы, вырастут, как кедры ливанские, посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах Бога нашего. Дорогой Господь, сейчас я держусь за множество вещей, которые, возможно, мешают мне держать Тебя за руку так крепко, как я. Они держат меня подальше от Тебя. Пожалуйста, помоги мне избавиться от них, научи меня сдаваться, научи меня не мириться с этими вещами, потому что они мешают мне получить от Тебя лучшее. И если вы проводите время с Богом и растете в своей вере, вы сосредоточитесь на Нем и отложите в сторону все, что вас беспокоит и расстраивает. Вы объявили себя царем и вернули Иисуса на трон своей жизни. Я за тобой. Я верю, что ты возьмешь ситуацию под контроль, и даже если я не знаю, каким будет следующий шаг, я доверяю тебе. Вера как пальто на морозе. И если ты поверишь в него, трудности, которые вчера казались трудными, станут той средой, в которой ты сможешь добиться успеха сегодня. Аминь. Это напоминает вам о том, что в вашей работе нужно ставить Бога на первое место, потому что временный успех земной, но Божья благосклонность и любовь вечны. Почитай Бога своей работой. Действительно легко быть святым, когда ты один, убираешься в доме, водишь машину, думаешь радостные мысли, восхваляешь Господа. Потом появились люди, и все сразу вылетело в окно, сплетни, гнев, крики. Я могу перейти от пения евангельского гимна к повелению кому-то идти к черту или еще хуже, с помощью 3 тихих нот, в зависимости от того, призовут ли меня. Я знаю, что это отстой, но иногда мои комментарии могут быть блестящими, и я специально делаю это каждый день. Господи, позволь мне оказать Тебе услугу. Я знаю, что есть такое стихотворение: «Язык — сила жизни и смерти, язык — руль, а дурак не будет молчать». Я знаю все эти вещи, и бывают моменты, когда я не позволяю Святому Духу контролировать мои слова и заставлять меня молчать. Иногда я терплю неудачу, и мне становится стыдно, и я сразу же сожалею о том, что сказал, и мне приходится снова раскаиваться в этом. Может быть, вы тоже. Кто любит нас, мы благодарим вас. Пожалуйста, дайте нам сердце, которое жаждет ваших слов, и позвольте нам получить просвещение и руководство, читая Библию, чтобы понять ваши намерения и требования. Пусть мы обретем уверенность и силы, чтобы противостоять жизненным трудностям и вызовам. Защитите наше сердце, помогите нам противостоять искушениям и сохраняйте ясность и верность нашего разума. Наполни наше сердце Твоей любовью, чтобы мы могли любить друг друга, прощать друг друга и принимать друг друга. Пусть Ты всегда ведешь нас по своему пути. Я устал ждать, пока друзья найдут любовь и создадут семьи, и сомневаюсь, что эти благословения будут в моем будущем. В Твоих словах говорится: те, кто надеется на Тебя, обретут силы, поэтому, когда я начну беспокоиться, пожалуйста, помоги мне сохранить мою надежду. Напомни мне, что у Тебя хорошие планы на меня, и дай мне надежду на будущее. Помоги мне быть терпеливым. Как сказано в Псалме 26:14,
будьте тверды в Господе и мужественны духом. Иногда кажется, что меня игнорируют, но я верю, как говорит Исайя 49:15, что ваши глаза всегда обращены на меня. Когда кажется, что время на исходе, я объявляю обещание Иаиля 2 часа 25 минут, что вы вернете все, что было потеряно. Я держусь за этими словами для утешения и силы, доверяя Твоему плану даже в трудные времена. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Мне не нужны отношения, которые мило выглядят на фотографиях. Мне нужен кто-то, кто прославит Иисуса, чтобы, когда наши ноги коснутся земли, сотрялся ад. Это отношения, в которых мы молимся, постимся и боремся вместе, руководствуясь прежде всего Словом Божьим, а не путями мира. Потому что отношения, основанные на внешности, в трудные времена ослабевают, но браки, основанные на Христе, укрепляются. Боже мой, этот год был сумасшедшим. Помоги мне найти свет во тьме и радость в печали. Я доверяю Тебе. Я люблю Тебя, пожалуйста, помоги мне не потерять веру, когда кажется, что дела идут не так. Господь, я доверяю Твоему плану для моей жизни. Я знаю, что Вы приготовили для меня много чего хорошего в этом году, но я также знаю, что иногда все должно развалиться, прежде чем все вернется в прежнее состояние. Господи, 2024 год – год расширения и еще много лет. Скажи аминь. Небесный Отец, когда мы поднимаемся, чтобы помолиться с Тобой в первый день марта, мы благодарим Тебя за множество благословений, которые Ты дал нам в прошлом месяце. Как мы благодарны Святому Духу за то, что Он направляет нас, учит нас, направляет нас и дает нам мир в Твоем драгоценном Слове. Сегодня я прошу Вас дать исцеление всем людям во всем мире. Исцелите все, что нуждается в исцелении в их жизни, и освободите их от всех страхов и тревог. Потому что мы знаем, Господь, что только через Тебя мы можем обрести истинный мир. В этом новом месяце благословений всем вашим людям материально, физически и, самое главное, духовно. Поскольку Святой Дух продолжает направлять наши пути, мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Бог, я молюсь о Твоем руководстве и мудрости в понимании Твоего призвания в моей жизни, пока я путешествую по жизни. Освети мой путь и дай мне смелость жить по Твоему божественному плану. Во времена неопределенности вы непоколебимо верите в свои намерения, зная, что ваши планы направлены на мое благополучие и обнадеживающее будущее. Пожалуйста, позволь мне принять цель, которую я поставил перед собой, и осуществить ее так, как Ты пожелаешь. Во имя Иисуса, аминь. Если Бог с вами, сегодняшняя молитва такая. Дорогой Бог, пожалуйста, помоги нам полностью доверять Тебе, даже перед лицом трудностей. Будь нашим прибежищем, нашим проводником, нашим миром. Укрепи нашу веру и заверь нас, что Ты всегда с нами. Во имя Иисуса, аминь. Доверьтесь Господу всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Во всех путях ваших повинуйтесь Ему, и Он направит стези ваши. Притча 3:5-6. Иногда я не знаю, чем заняться в жизни. У меня было такое ощущение, будто я плыву без направления. Используйте меня и скажите, чего вы от меня хотите. Я подчиняюсь. Я не просто хочу, чтобы моя жизнь имела смысл, я хочу чувствовать, что она имеет смысл.
Я оставляю все свои планы Тебе. Дай мне силы сделать это. Позвольте мне сосредоточиться на том, чего я хочу достичь в своей жизни в 2024 году. Сделай мои мечты реальными и большими. Не спотыкайтесь во время реализации. Не позволяй ничему отвлекать меня от моих планов на будущее. Пусть все в моей жизни работает вместе, чтобы мои мечты сбылись. Дай мне мудрости, чтобы знать, что делать. Пусть мои слова и действия будут позитивными. Утверди мое духовное будущее, и пусть Твое имя прославится через меня. Я знаю, что Ты не хочешь беспокоиться. Пожалуйста, удовлетворите все мои потребности, как и обещали. Как вы сказали, я излил все свои страхи, беспокойства и вопросы. Принеси мир и утешение в мое сердце и помоги мне успокоиться в Тебе. Ты мне нужен. Я не могу жить без Тебя рядом со мной. Подчинение иногда пугает, потому что не знаешь, чем оно закончится. Все, что я знаю, это то, что я доверяю Твоим планам больше, чем своему разумению. Я забочусь о Тебе и благодарю Тебя за то, что Ты снял с меня бремя, которое я нес. Спасибо, что были со мной на каждом этапе пути. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты обеспечил мне повседневную жизнь, крышу над головой, кровать для отдыха, еду для еды и обувь для ходьбы. Пожалуйста, простите меня за мои жалобы и неблагодарность. Я искренне благодарю вас за вашу постоянную заботу. Благодарите Бога, если Бог дает вам то, что вам нужно. Когда новый день подходит к концу, я прихожу к вам с благодарностью и радостью. Я вижу, как Твоя любовь сияет в каждом луче солнечного света, и чувствую, что Твое присутствие ведет меня в течение следующих нескольких часов. Боже, спасибо, что дал мне возможность проснуться и встретить новый день в этом прекрасном мире, который Ты создал. Я знаю, что Твоя любовь окружает меня и дает мне силы в каждом испытании, с которым я сталкиваюсь. Ты мое убежище в трудную минуту. Ты мой проводник в смутные времена. Господи, спасибо, что прикоснулся к моим рукам с любовью и помог мне найти свет в самые мрачные моменты. Каждый день – это подарок и напоминание о Вашей любви и доброте. Я полагаюсь на Ваше руководство и заботу, когда сталкиваюсь с проблемами нового дня. Я благодарю моего Бога за каждую возможность, которую Он мне дал с каждым вздохом. Если вы согласны со мной, скажите: «Бог так добр». Сотвори чудеса в моей жизни. Укрепи мое мужество, помоги мне преодолеть мои слабости и выиграть битвы. Изменить то, что я не могу изменить. Сделайте невозможное возможным. Я доверяю Тебе, мой Бог, и знаю, что Ты верен. Господи, благослови всех, кто молится со мной, и сохрани нас от всякого зла, превращая тяготы в благословение, а горести в радость. Быть посему. Защити и благослови наши семьи, детей и друзей. Пусть всемогущий Бог услышит наши молитвы, услышит стоны наших сердец, восполнит наши нужды, даст нам силы и мудрость и наставит нас на правильный путь. Если Бог отвечает на вашу молитву, скажите в ответ «Аминь». Иисус, я знаю, что Ты был верен раньше и будешь верен снова. Напомни мне, насколько Ты был предан.
Я делюсь с вами своими нынешними тревогами и страхами и верю, что вы будете верны и преодолеете их. Во имя Иисуса. Аминь. Не будьте обездвижены страхом. Когда ты встанешь и уйдешь, перед тобой откроются небесные окна, и я принесу тебе богатые и истинные благословения. Вы станете богатыми и свободными от долгов и должников. Делясь, отдавая и молясь, вы получите больше, чем рассчитывали. Вы продолжаете сеять и продолжать жать. Так будет каждый день, каждый месяц, каждый год. Итак, запомните и слушайте эти слова, пока не поймете их ясно. Моя заповедь состоит в том, чтобы вы питались моим словом каждый день и решительно двигались вперед. Пришло время проснуться, чтобы ваша вера могла сиять и ускорить реализацию планов, которые у меня есть для вас. Отпустите все воспоминания о неудачах и всю вину. Решите упорствовать, бороться каждый день, а не слушать чужие слухи и нападки. Прости, иди дальше, забудь и иди дальше. Мои слова будут твоим светом, твоя вера, твоим мечом, и я помогу тебе преодолеть препятствия, с которыми ты сталкиваешься. Примите решение продолжать, потому что я дам вам силы сражаться. Повторяю, я ваш пастырь, ваш кормилец. Я понимаю ваши потребности и предоставлю вам то, что вам нужно, и даже больше. Заявите своими устами и своим сердцем, что вы будете продолжать бороться, жить и верить, не опасаясь печальных новостей, которые вас беспокоят. Я знаю, почему я это делаю. У меня есть одно последнее слово. Я буду использовать свою силу, чтобы успокоить ветер и волны, раздвинуть море, позволить тебе кататься на бурных волнах, разбудить тебя от ложа боли, исцелить твое тело и исцелить твою душу. Если мир предаст тебя болью и скорбью, я приму твои слезы. Вы находите прибежище в своей вере. Ты любишь меня и доверяешь мне. Мое присутствие окружает тебя и появляется внутри тебя, и я вновь наполняю все твое существо любовью и миром. Время не залечит ран, но я исцелю их без шрамов. Испытания этой жизни не определяют тебя, они делают тебя мудрее. Я также поднял больше воспоминаний, поэтому мои руки были прибиты к кресту холодными и жестокими гвоздями, чтобы вынести твою боль, чтобы омыть твои грехи своей пролитой кровью, чтобы дать тебе свою благодать, снять все бремя и грустить, потерять вес для тебя. Сердце. Мое присутствие не оставит тебя ни в хорошие, ни в плохие времена, в здравии или болезни. У меня есть обещание. Я сотворю удивительные чудеса в вашей жизни. Через них я показываю, что все возможно, если мои слова принимаются и исполняются со смирением сердца, одинаково открытого для испытаний и благословений. Есть трудные ситуации, которые я поверну в вашу пользу, есть битвы и испытания, которые приведут вас к лучшему, есть конфликты, которые сделают вас сильнее. Вы столкнетесь с ситуациями, которые повысят вашу мудрость. Если есть возможность, я делаю это для вашего же блага. Если я говорю, что буду с тобой и буду защищать тебя от вреда, то это потому, что я этого хочу. Ты достигнешь успеха. Я говорю, что все хорошее будет умножено и благословлено, когда попадет в ваши руки. Вы должны в это поверить. Не сомневайтесь в себе и не используйте прошлые неудачи или недостатки в качестве оправданий. Если вы хотите полностью доверять мне, доверьтесь моему прощению.
Если вы хотите получить полное благословение, игнорируйте обвинителей. Игнорируйте критику и клевету. Не позволяйте завистнику внутри вас разрушить ваше светлое будущее. Не поддавайся страху и тревоге, почувствуй, как мои руки касаются твоего сердца. Наполните себя радостью, миром, надеждой, доверием и уверенностью. Я приношу радость в твою жизнь и хвалу в твои уста. Ваша жизнь изменится, ваши благословения прольются дождем с неба, изобилие прольется на ваш дом, и вы освободитесь от уз долгов и ошибок, которые вредят вашим финансам. Кажется, ты переживаешь тяжелые времена, но послушай. Поверьте мне на слово и посмотрите вокруг глазами своей веры. Будьте чувствительны к открытым дверям и возможностям. Цените и относитесь к тем, кто находит ваш путь, с любовью, ведь я приведу в вашу жизнь много особенных людей, которые будут помогать вам так же, как и я. Будь добрым и относись ко всем с уважением, потому что я буду использовать тебя так, как ты даже не мог себе представить. Я хочу делать с тобой все хорошее, особенно в трудные времена. Ты встанешь, ты будешь сиять в темноте, ты будешь моим свидетелем. Позвольте мне открыть вам секрет. Я поделюсь тем, что вы прочитаете и услышите, со многими моими сыновьями и дочерьми. Однако не все мне поверили, а другие, под многочисленными оправданиями, отказались принять то, что я предлагал. Они игнорируют мои благословения, слова и обещания, предпочитая верить тем, кто хочет их поработить и ввергнуть в нищету, грех, боль и скорбь. Но я говорю тебе, люби меня и доверяй мне. Сделайте это обязательным, иначе вы можете зря потратить свое драгоценное время и не получить моего благословения. Но я знаю, что у тебя другие руки и ноги. Я много раз проверял тебя и знаю, что ты мне доверяешь, и я тебя очень люблю. Возьмите мой сейчас. Ты в моих руках, в моих руках. Я возьму тебя. Я охраняю свое убежище. Не бойтесь. Те, кто против вас, будут спорить со мной. У тебя может быть много вопросов, но я освобожу тебя. Желающие творить зло почувствуют стыд и позор. Теперь ты увидишь, как они окружат тебя и победят, но я вмешаюсь и помогу тебе, и через несколько дней ты вернешься с победой, потому что победа будет твоей, а твои враги будут побеждены. Они злятся, потому что не могут победить тебя. Они не понимают, что твой лучший друг и отец защищает тебя. Ваш Бог – ваш Спаситель. Поверьте, для меня нет ничего невозможного. Творите и действуйте. Я с тобой. Действуйте уверенно, и я увеличу вашу уверенность и дам вам возможность ходить по воде и сражаться с любой злой силой, потому что вы больше не будете одиноки. Ты становишься смелым, ты больше не боишься. Страхи и переживания остались позади. Возьмите свой меч и продолжайте сражаться. Будьте готовы к грядущим благословениям, и вы покорите землю впереди. Я даю ответ и выход из любой дилеммы. Я помазал тебя моим духом, чтобы исцелять и ободрять сердце многих. Я благословлю вашу семью и принесу мир и гармонию в ваш дом. Вскоре ты почувствуешь что-то другое. Мое присутствие будет править твоим домом, и все злые силы, вызывающие тоску, убегут и никогда не вернутся. Ищите, и вы найдете покой для своей души во мне,
моих обещаниях и моем слове. Вы должны доверять мне, потому что я ваш Бог, ваша скала, ваше здоровье, ваша сила и ваше спасение. Держи меня за руку, и ты не упадешь. Я твой защитник, твой хозяин, твой целитель. Сделайте все возможное, чтобы выразить свое доверие ко мне. Доверься мне всем своим сердцем. Я люблю тебя, я был с тобой и всегда буду. Я надеюсь, что вы молитесь за свою семью. Ваши молитвы эффективны и сильны. Вы много раз видели мою реакцию, когда вы появлялись в моем присутствии. То, через что прошла ваша семья, принесло им много трудностей. Вы можете видеть улыбку на их лицах, но боль внутри. Преклоните колени перед моим алтарем и начните умолять и плакать. Я окружу вашу семью духовными заборами. Я не позволю врагу напасть на них. Я спасу их от горя и страданий. Я принесу мудрость в их сердце, открою двери, которые раньше были закрыты, и они увидят бесчисленные возможности, которые казались им скрытыми. Я даю силу, мир, спокойствие и вдохновение и нежно общаюсь с теми, кого люблю, чтобы они не использовали плохие слова. И по-настоящему понять эмоции и трудные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь. Пред ними будут нежные ласки на их головах, нежные ласки потекут из их рук, и они развеют всю печаль в их сердцах. Я разорву каждую цепь и исцелю их души. Скажите им мое слово и убедитесь, что они никогда не забудут моего обещания. Пусть мое имя благоговейно повторяется в вашем доме, и вы увидите, как исчезнут ваши тревоги. Позвольте мне управлять вашей жизнью и любить ее, и ваш характер будет развиваться, и многие заблудятся, найдут свой путь и достигнут своего счастливого места назначения. Так что держитесь за меня и не расстраивайтесь из-за негативных ситуаций, свидетелями которых вы станете. У меня есть сильный план, и он сработает. Никто не может их остановить. Мы с вашей семьей устраним преграды. Победа будет за вами. Я люблю тебя и люблю их тоже. Покойся со мной, ибо они держат в своих руках благословения, которые я имею для тебя сегодня, твоего будущего и твоей жизни. Это доказательство того, что я выбираю тебя. Те, кто хочет видеть вас посрамленными, будут удивлены сверхъестественными чудесами, которые я совершу в вас, если вы поверите и оцените мое слово. Я подниму твое лицо, вытру твои слезы и дам тебе покой в эти дни. Я принесу счастье в твою жизнь. Приходите и слушайте мое обещание каждый день. Откройте Библию, сядьте спокойно, читайте и насыщайте свое голодное сердце. Соберитесь с силами и почувствуйте огромную силу, которую я вливаю в вас. Иногда вы будете смотреть вверх, ожидая ответа с небес, но сейчас я повелеваю вам смотреть вперед, ибо я уже отвечаю на ваши молитвы и просьбы. Молитесь за свою семью, и я окружу их моими небесными воинствами. Не позволяйте сомнениям затмить ваш разум. Я всегда буду любить тебя. Ваша жизнь в моих руках, и я хочу помочь вам преодолеть эти трудности, преодолеть депрессию, сосредоточиться на будущем и двигаться вперед, не теряя веры. Доверьтесь мне как своему небесному Отцу, чтобы вы могли побеждать и процветать. Поговори со мной и расскажи о своих потребностях, потому что я хочу, чтобы ты понял меня и почувствовал себя хорошим другом.
Я хочу обратиться к тебе, и ты всегда можешь рассчитывать на меня. Используй свой рот, чтобы поговорить со мной. Выражайте свои мысли, планы и внутренние желания. Поделитесь своими чувствами, потому что разговор со мной принесет пользу вашей душе и успокоит ваш разум. Выражая свои чувства словами, вы активируете свою веру, и начинают происходить чудеса. Ты можешь говорить мне сегодня все, что хочешь, но ты должен слушать меня, когда я говорю с тобой. Я не буду судить тебя, не буду осуждать, не буду напоминать тебе о твоих прошлых неудачах. Пойми, дитя мое, шепчет тебе на ухо моя душа. Я говорю тебе, что люблю тебя, и с нетерпением жду, когда ты каждое утро откроешь глаза и своими мыслями скажешь мне, что я тебе нужен и что ты меня любишь. Эти прекрасные слова, ваши молитвы, ваши хвалы и достигают моего престола. Когда восходит солнце, мое присутствие наполняет вашу жизнь, вашу семью и весь ваш дом. Поэтому, несмотря на трудности, с которыми вы сталкиваетесь, я готов вам помочь. Я не отказываюсь от добрых дел, о которых вы просите, ибо мы немедленно отвечаем на ваши благосклонности, окутывая их своей любовью. Дай мне свой разум, дай мне свое сердце, дай мне печаль, которая поглощает твои убеждения и мечты. Вам больше не придется терпеть эти бури, которые начинаются в вашем уме. Не позволяйте ветрам отчаяния вести вас по улицам боли. Чей голос ты слушаешь, крик отчаяния, ложь поражения или добрые слова в моем голосе? Тебе больше не придется скорбеть, когда я снова и снова покажу тебе, что открою тебе врата рая, если ты поверишь моему слову. Ты мой сын, и мой сын не живет во тьме. Куда бы ты ни пошел, моя душа будет сопровождать тебя и утешать. Вы не случайно это услышали. Я вижу конфликты в твоей жизни, я вижу раны, которые нанесли тебе твои прошлые враги, я вижу боль, которую ты все еще несешь, но я пришел спасти тебя от этой боли, защитить тебя своими крыльями, своей тенью. Ты. Слушайте сердцем, читайте сердцем, верьте сердцем. Я не хочу, чтобы ты больше страдал. То, через что ты проходишь, не является результатом моего гнева или обиды. Я люблю тебя от всего сердца, и всегда должно быть ясно, что я наконец-то здесь, чтобы воодушевить тебя, спасти от отчаяния, спасти от неудач. Вы должны вставать, вы должны молиться, даже если вы устали, чувствуете боль и боль. Вы должны сделать еще один шаг веры и еще раз поверить, что в тот момент, когда вы решите поверить в меня, вы получите чудесное исцеление. С каждым шагом вы будете набираться сил и полностью восстанавливаться. Встаньте сейчас, потому что ваша жизнь вот-вот изменится. Ты знаешь почему? Потому что я люблю тебя, и я здесь ради тебя, и это все, что тебе нужно знать. Возможно, сегодня вам будет грустно и грустно, но когда вы прочитаете и услышите мои слова, ваше сердце наполнится миром и радостью. Поощрение и уверенность. Сделайте мне одолжение и расскажите историю тех болезненных воспоминаний, которые определили вашу жизнь. Не думай о них сейчас. Впереди дни молитвы и исцеления, и те благословения, которые считались утраченными, вернутся. Я открою двери, которые были закрыты, и принесу вам множество благословений с небес, которые принесут благополучие и утешение вашей душе.
Отныне ты должен идти с уверенностью, что я, твой Бог, твой Небесный Отец, всемогущий и тот, кто любит тебя, буду с тобой навсегда, и я зажгу огонь в твоем сердце, который будет поддерживать тебя. Живи жизнь с целью, страсть и решительность. Почувствуйте желание следовать приказам короля. Никогда не стыдитесь доверять мне и моим словам. Пожалуйста, радуйтесь, когда вы станете свидетелем всего, что я сделаю в вашей жизни и жизни вашей семьи. Ибо все, кто верит в меня, имеют право быть услышанными передо мною и получить плоды и результаты своей веры и послушания. Ожидайте чудес и чудес. Вскоре вы станете свидетелем многих позитивных изменений в жизни ваших близких, которые наполнят ваше сердце радостью. Так что, даже если вы время от времени сталкиваетесь с какими-то проблемами и трудностями, можете быть уверены, что я никогда вас не отвергну. Я всегда буду с тобой, несмотря ни на что. Я хочу помочь вам. Вы можете говорить со мной с уверенностью и доверием, но вы также должны быть готовы меня выслушать. Мое слово будет говорить прямо к вашему сердцу, наполнит вас моим духом, и вы поймете, что ничто, никто не сможет отнять эту новую силу, которую я дал вам. Пообещай мне устами, что каждый день ты будешь приходить ко мне со своей любовью и доверием, и что я буду ждать тебя. Я люблю тебя, ты можешь быть в этом уверен. В этот день, когда ты мне нужен больше всего, я прихожу, чтобы поговорить с тобой и коснуться твоего сердца. Моя любовь к тебе, безусловно, истинна и вечна. Ничто, даже ваши грехи и ошибки, не может разделить мою великую любовь к вам. Хоть ты и далеко от меня, моя рука любви тянется к тебе. От начала творения в глубине времен стоял христианский Бог, любящее и сострадательное существо, сущность которого превосходит человеческое понимание. Он – источник всего добра и милосердия, и его присутствие пронизывает каждый аспект существования. Его голос тихо отзывается в сердцах тех, кто ему молится, предлагая утешение и надежду даже в самые мрачные моменты. Этот Бог не просто далекая, объективная фигура, а любящий Отец, склоняющийся, чтобы с нежностью и пониманием услышать молитвы своих детей. Он не только видел их слезы и борьбу, он также разделял их бремя и давал им силы и утешение, чтобы они могли выдержать все испытания. В его присутствии нет места страху или одиночеству, ибо он всегда присутствует, окружая своих детей своей непоколебимой любовью. На протяжении всей истории этот Бог неоднократно доказывал свою верность и силу, направляя свой народ сквозь жизненные бури и приводя его в безопасное место, которое он обещал. Ваша любовь подобна прочному якорю в суматохе мира, обеспечивая стабильность и безопасность, даже когда все кажется неопределенным. Он – неиссякаемый источник благодати и прощения для тех, кто искренне ищет его, протягивая свои руки, чтобы поднять падших и восстановить разбитых. Нет такой великой вины, чтобы лишить его любви, нет настолько великого греха, чтобы скрыть его милость. Он – Бог второго шанса, всегда с распростертыми объятиями приветствующий тех, кто кается и верит в Него. Хотя Его величие превосходит человеческое понимание, Он раскрывает себя глубоко личным и интимным образом, выражая сердце каждого человека уникальным и уникальным способом. Твой голос можно услышать в песнях птиц, шепоте ветра и смехе детей. Он присутствует в каждой капле радости и каждой слезе, в
вплетая свою историю любви в жизнь тех, кто его любит. Этот Бог не жестокий судья, стремящийся наказать грешников, а милосердный Спаситель, проливающий свою кровь ради спасения человечества. Его жертва на кресте была высшим выражением Его бесконечной любви и вечным доказательством Его непоколебимой преданности тем, кого Он называет своими детьми. В неопределенности жизни Он – скала, на которой мы строим свою жизнь, свет, освещающий тьму и убежище во время бури. Его любовь подобна вечно текущей реке, никогда не пересыхающей, никогда не прекращающейся, всегда обновляющей и восстанавливающей тех, кто искренне ищет Его. Пусть каждое сердце будет открыто для принятия любви этого милостивого и щедрого Бога, и пусть Его благословения свободно изольются на них. Пусть они найдут утешение в Его присутствии, силу в Его благодати и надежду в Его вечных обещаниях. Потому что Он – Альфа и Омега, начало и конец, Бог, который был, есть и будет с нами ныне и во веки веков. Аминь. Я буду здесь, когда ты позовешь меня, освобождая тебя от того, что сдерживает тебя и лишает воли к жизни. Когда ты плачешь в отчаянии, я открою твое сердце. Когда я вижу тебя на коленях, мои глаза смотрят на тебя с любовью, и моя благодать окружает тебя. Даже если тебе придется идти опасными и болезненными путями, мое присутствие украсит твою жизнь. Я знал тебя еще до того, как ты появился в утробе матери. Я выбрал точную минуту, точную секунду и день твоего рождения. Ничего в твоей жизни не произойдет без моей воли и одобрения. Даже если вам какое-то время не нравится то, что я делаю в вашей жизни, однажды вы поймете и осознаете, что я делаю это для вашего блага, чтобы сделать вас сильными, чтобы вы росли, и что у меня всегда есть что-то получше. Для тебя. Мой план – поднять вашу веру и преданность на более высокий уровень. Я хочу вложить в твои руки меч света моей души, и когда ты произнесешь мои слова, вокруг тебя начнут происходить чудесные чудеса. Тебе не обязательно верить, что ты не заслуживаешь того, что я с тобой делаю. Просто поверь. Увидьте себя таким, какой вы есть на самом деле, дитя всемогущего Бога, храбрый и решительный воин, полный силы, решимости и победы. Верьте, потому что это результат принятия и получения моей любви. Вы не созданы для победы. Преодолев эти испытания в вере, вы одержите прекрасную победу. Примите мое присутствие, окружающее все, с чем вы сталкиваетесь, представьте его как сияющий покров, окружающий вас и все вокруг вас. Я приказываю тебе помнить обо мне при любых обстоятельствах. Во времена неопределенности или одиночества помни, что мое присутствие – это постоянный комфорт, словно убежище от звезд в ночном небе. Рассмотрим историю о том, как Иаков сбежал от своих братьев и нашел покой на камне в степях. Однако во сне ты видел видение ангельского рая, и тебе было обещано мое присутствие. Проснувшись, он по-настоящему понял, Господь находится в этом месте, и я не знаю этого. Если вы чувствуете себя отстраненным или изолированным, смело заявите: Господь действительно здесь. Поэтому пригласите меня открыть ваши глаза и сердце для моего постоянного руководства. Эта молитва позволяет мне отвечать радостью на каждом этапе вашей жизни. Я с тобой, когда ты переживаешь трудные времена. Помните, что мое присутствие – ваш постоянный спутник в тишине и медитации.
Вы можете услышать мой успокаивающий шепот любви и руководства. Пусть эта вера станет основой вашей веры. Когда вы чувствуете себя подавленным сложностями жизни, позвольте этой простой, но глубокой истине укрепить вас. Воистину, Господь здесь. Подумайте о своей повседневной жизни, о своих победах и борьбе, о моей любви и моем присутствии в каждом движении, обычном и необычном. Я здесь. Мое присутствие – это больше, чем просто утешение, это обещание силы, руководства и надежды. Попросите моего присутствия, чтобы украсить вашу жизнь, и я буду рад исполнить эту просьбу. Помните, вы никогда не одиноки в своем путешествии по лабиринту жизни. Через самые густые леса сомнений и самые крутые горы испытаний моя рука будет вести и поддерживать тебя. В душевном спокойствии вы обнаружите, что я говорю слова мудрости и мира. Мой голос проявляется не только в громе и молниях, но и в ветре и тихом закате. Каждый ваш опыт вносится в вашу жизнь с определенной целью и намерением. Доверьтесь моему плану, созданному с бесконечной мудростью и бесконечной любовью. В неспокойные времена найдите утешение в моей вечной приверженности. Пусть мои слова станут путеводным светом на вашем пути, проведя вас сквозь тьму к рассвету понимания и мира. Итак, пока вы идете по жизни, пусть эта истина будет вашей силой и утешением. Господь действительно здесь. Пусть она будет источником силы и мира для вас сегодня и навсегда. Удовлетворяйте все ваши потребности и поддерживайте баланс неподвижности и движения с помощью моих неограниченных ресурсов. Время наедине со мной, ожидание в моем присутствии укрепит вашу связь со мной. Я активно работаю для тех, кто меня ждет, и сделаю для вас то, что вы не можете сделать сами. Однако у вас много задач, и когда вы доверяете силе, которую я даю вам для выполнения ваших повседневных задач, вы принесете мне славу и получите взамен благословение. В следующий раз, когда вы почувствуете, что чего-то не хватает, свяжитесь со мной. Я приду к тебе с любовью в трудную минуту. Помните Филиппийцам 4 часа 19 минут. Мой Бог восполнит все нужды ваши по славе Своей в Иисусе Христе. Для тех, кто ожидает Его. Так что не позволяйте своему сердцу расстраиваться, когда вы чувствуете, что вы недостаточно хороши. Доверьтесь моему обеспечению и заботе. Опирайтесь на свои ограничения, ибо они – врата к ощущению моей силы и благодати. Твоя слабость – моя сила, я способен заполнить пустоту. Примите свои потребности как возможность усилить свою зависимость от меня и наблюдайте, как я превращаю ваши заботы в свидетельство моей верности. Так что двигайтесь вперед с уверенностью, а не полагайтесь на свои силы. Господи, пожалуйста, прости меня. Я не идеален, я делаю ошибки. Иногда я забываю помолиться, иногда забываю сказать спасибо, иногда забываю себя. Я знаю, что Ты видишь каждую мелочь, что я делаю, но спасибо, что всегда даешь мне еще один день, чтобы начать все сначала. Господи, не оставляй меня. Ты мое все, аминь. Жизнь ужасна. И если бы Бог открыл ваши духовные глаза, чтобы заглянуть в ваше сердце, вы бы ни с кем не захотели быть. Если Он проникнет глубоко в ваше сердце и обнаружит ваши злые мысли, вы сразу же почувствуете себя неполноценным.
Если он сломает защитную ограду вокруг вас, дьявол воспользуется этим и сделает все в пределах, установленных Богом. Если бы Бог открыл будущую катастрофу, вы бы так испугались, что не могли бы спать по ночам. Если Бог начал процесс раскрытия вам своих обещаний, вас это больше не волнует. Но разве не это делает Его любящим Богом? Он знает наши пределы, Он знает, с чем мы можем справиться, и дает нам необходимый толчок. Его благодати достаточно для нас. Его любовь длится достаточно долго. У Бога есть забавный способ изменить ваши планы, переставить людей и собрать вещи воедино. Когда вы чувствуете, что дела идут не очень хорошо, просто отойдите на некоторое время, это сработает в вашу пользу. Бог знает, насколько это было тяжело. Он видел твои тихие слезы и болезненные стоны. Он слышит ваши проблемы, понимает боль. Но Бог, знающий и боль, знает и награду. Он знал, что заслужил это, знал, что со временем все станет прекрасно. Аминь. Разве не интересно, что Иисус умер на деревянном кресте? Когда люди впервые начали воровать с деревьев. Поскольку наши руки были украдены с дерева, как его рука была пронзена. Как был пронзен Бог Евы, потому что он исходил со стороны Искусителя. Жертвоприношение Иисуса было прекрасным циклическим событием, запланированным еще до сотворения мира. Бог не ожидает, что вы поймете план. Бог не ожидает, что вы поймете план. Он хочет, чтобы вы доверяли Ему на каждом этапе пути. Вы боитесь, что люди вас неправильно поймут и что иногда вы потерпите неудачу. Но Бог не подведет вас. Если вы сейчас не чувствуете присутствия Бога, Он научит вас ходить верой. Перестаньте основывать свои убеждения на своих чувствах. Бог говорит, что Он никогда не оставит тебя. Большинство людей соглашаются с Библией до тех пор, пока она не исправляет, не меняет и не искажает их образ мыслей, чувств, жизни и действий. Внезапно они больше не хотят читать Библию или оправдывать причины ее чтения. Но вот в чем дело, Бог нелицеприятен. Он сказал то, что сказал с самого начала, и имел в виду это до конца. Истинное Евангелие абсолютно исправит вас, изменит вас, повлияет на вас, разрушит ваше греховное и лицемерное состояние, а затем научит вас думать, чувствовать, жить и действовать как Бог. Знаете ли вы, сколько сил нужно, чтобы поблагодарить Бога за то, что еще впереди? Когда все на земле активно работают против слова Божьего, можете ли вы все еще верить, что на небесах назревает что-то хорошее? Полагайтесь на веру, а не на видение. Как и слова, они поистине пророческие. Помните об этом. Что, если бы вы попросили Бога поговорить с вами и дать вам знак, а если бы Он это сделал, но вы этого не услышали, потому что не провели с Ним достаточно времени, чтобы отделить Его голос от шума жизни? Вера в Бога действует как плащ. Ношение куртки в прохладный день, когда идет дождь или снег, не меняет погоду, а оно меняет погоду за вас. Ваша вера в Бога – ваша защита от разочаровывающего мира. Божественная женщина обладает нежностью, потому что она очень важна в глазах Бога. Это не обязательно знать или слышать. Сила заключается в том, чтобы знать, когда говорить, а когда промолчать. У этой женщины был мир, потому что она полностью доверяла Слову Божьему и заботилась о других.
Это красота, которая исходит из сердца и никогда не увядает. Женщина Божья, ты тоже призвана к кротости. Дорогой Господь, сегодня я молюсь о том, чтобы мы продолжали укреплять доверие в нашем браке и приняли решение не подрывать доверие друг к другу. Мы молимся за то, чтобы мы стали супружеской парой на всю жизнь. Мы молимся за любой аспект нашего брака, в котором доверие было нарушено, и мы просим вас восстановить нас во имя Иисуса. Аминь. Помните, та же самая сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, находится внутри вас в этом марте. Вам не обязательно делать это в одиночку, вы можете покоиться в Божьей любви, зная, что Его благодати достаточно для вас. Святой Дух живого Бога позволяет вам жить сверхъестественной жизнью. Наша задача — доверять Богу, Он чудотворец. Дорогой Божией, я не хочу ничего просить, кроме как поблагодарить Тебя за Твое бесконечное милосердие. Спасибо, что позволил мне прожить еще один день, чтобы прославить Твое святое имя. Я благодарю Небесного Отца за Твою бесконечную любовь. Спасибо за то, что Ты дал мне дом. Спасибо за то, что Ты подарил нам бесконечную еду на столе. Спасибо за то, что Ты подарил мне здоровье. И спасибо за то, что Ты дал нам бесконечные благословения в жизни. Если вы чувствуете, что Бог с вами, хвалите Его своими словами. Если Бог отвечает на ваши молитвы, скажите «Аминь». Если вы не знаете, о чем молиться и вам хочется плакать, просто поплачьте, и Святой Дух поможет нам в наших немощах. Например, мы не знаем, о чем Бог хочет, чтобы мы молились, но Дух Святой молится за нас воздыханиями, которые невозможно выразить. Отец знает все сердца и знает, что говорит Святой Дух, потому что Святой Дух ходатайствует за нас, верующих, по воле Божией. Пожалуйста, помоги мне подумать о том, что важно завтра. Я так благодарен, что у меня есть еще один день. Пожалуйста, помогите мне сохранить этот дух благодарности перед лицом суеты жизни. Помоги мне увидеть хорошее и плохое, счастливое и грустное. Я молюсь и обновляю свой дух в Иисусе. Аминь. Небесный Отец, спасибо Тебе за дар жизни и обильные благословения в этот день. Мы искренне верим в Ваши добрые намерения. Пожалуйста, будьте с нами сегодня как наш проводник и Спаситель. Господи, наша жизнь, пожалуйста, дай нам силы, радость и мир. Пожалуйста, позаботьтесь о нас и наших семьях в течение дня. Господи, пожалуйста, пусть этот день будет наполнен благословениями и ответами на молитвы. Спасибо, что услышали наши молитвы. Во имя Христа, Господа нашего. Аминь. Уход за домом – это просто искусство ухода за своим домом. Это не разовая тенденция. Если вы христианка, Бог призвал вас сюда, чтобы Божье Слово не было пренебрегаемо. Если это оскорбляет вас как сестру во Христе, почему бы и нет? Старушки, не увещеватели, пьяницы и добродетельные учительницы, но они должны быть почтительными и учить молодых женщин любить своих мужей и детей, быть осторожными, целомудренными, быть хозяйками, быть добрыми и послушными своих мужей. Поэтому Слово Божие не было презрением. Титу 2:3-5. Отец Божий, спасибо, что дал мне сильного и мужественного человека. Я молюсь, чтобы мой муж смог справиться со страхом и тревогой. Всякий раз, когда страх проникает в ее разум или сердце, я молюсь, чтобы вы напомнили ей, что благодаря вам она может быть сильной и храброй.
Я молюсь, чтобы он не отчаивался, потому что, куда бы он ни пошел, Господь, Ты с ним. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Завершая это видео, я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы присоединились к нам в этот момент молитвы и размышлений. Помните, что укрепление доверия в нашем браке – это путешествие, но с Божьей благодатью и руководством мы можем верно пройти его. Если это сообщение трогает ваше сердце, поделитесь им с нуждающимися. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше интересного контента. Когда мы расходимся, давайте твердо придерживаться этой истины. Сила воскресшего Христа обитает в нас, позволяя нам жить жизнью честности и веры. Пусть Божья любовь и благодать поддерживают вас каждое мгновение. До новых встреч, да благословит вас Бог. Аминь.